Борьба с бедностью и ликвидация нищеты в Таджикистане. Статистика и реальность. Подписывайтесь на обновления, точно будете в курсе всего самого интересного. Генеральная ассамблея ООН 22 декабря 1992 года объявила 17 октября Международным днем борьбы за ликвидацию нищеты. В этот день во всем мире активно привлекают внимание к лицам, живущим в нищете. Власти Таджикистана ежегодно сообщают о снижении уровня бедности в республике, однако независимые эксперты сомневаются в официальных данных. 70-летняя Розиямо, жительница долины Бартанг в Горном Бадахшане, живет с 3 внуками и 2 взрослыми дочерями. Ее старший сын находится на заработке, откуда поддерживает семью финансово. Сама женщина получает пенсию в размере 800 сомани, которая, по ее словам, даже не хватает на покупку муки и основных продуктов питания. «Мой сын каждый месяц нам отправляет до 10-12 тысяч рублей. На эти деньги мы покупаем продукты и одежду детям. Раньше могли немного откладывать. Сейчас все подорожало и с трудом сводим концы с концами», рассказывает женщина. В похожем положении находятся сотни и тысячи семей в Таджикистане, которых от крайней нищеты и голода спасают денежные переводы мигрантов. Однако власти ежегодно говорят о внушительной победе над нищетой. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время послания в декабре 2022 года заявил, что уровень бедности в Таджикистане с 27,4% в 2018 году снизился до 22,5% в 2022 году. Если исходить из этих данных, то около 80% населения Таджикистана преодолели бедность и живут в достатке. По словам независимых экспертов, такие данные вызывают много вопросов, однако из-за отсутствия альтернативной статистики их опровергать невозможно. В других странах, наоборот, за этот сложный период уровень бедности вырос. К примеру, в соседнем Кыргызстане, согласно официальным данным этой республики, доля бедных увеличилась с 20% до 33%. То же самое можно сказать и об Армении, с 23,5% до 26,5%, которая также имеет схожие с Таджикистаном экономические возможности, говорит экономист Акрам Юнусов. По его словам, власти не предпринимают никаких мер, чтобы эффективно бороться с нищетой. О повышении заработной платы бюджетников можно назвать ничем иным, как догоняющей индексацией, которая не успевает за инфляцией. По данным Министерства труда Таджикистана, на декабрь 2022 года средняя заработная плата по республике составила 1730 сомани, это $157. Согласно закону Республики Таджикистан о прожиточном минимуме, каждые 5 лет правительство принимает методические меры по определению потребительской корзины. Рекомендации содержат перечень из 11 продовольственных товаров, в том числе хлебобулочные изделия, мясо, овощи, фрукты и другое. В группе непродовольственных товаров указаны одежда и обувь, верхняя одежда, школьные принадлежности и тому подобное. В рекомендации включены коммунальные услуги, в том числе водоснабжение, канализация, электроэнергия и тому подобное. Согласно постановлению правительства Таджикистана 2018 года, прожиточный минимум на одного человека в стране составляет $50. Вместе с тем, инфляция в Таджикистане в 2022 году, по данным Всемирного банка, составила 8,3%. В целях искоренения бедности власти Таджикистана сотрудничают с международными партнерами. В стране реализовываются десятки социальных проектов, способствующих расширению доступа к образованию, кредитам и здравоохранению. Кроме того, республика ежегодно получает гуманитарную помощь от десятка стран. В 2022 году общая стоимость гуманитарной помощи Таджикистану составила $141 миллион. Основными странами-донорами являются Бельгия, США, Турция, Индия, Южная Корея, Германия и тому подобное. Однако распределение помощи является непрозрачным, и власти не отчитываются об этом обществу. Экономист Назарали Назаралиев связывает неэффективность мер правительства с искоренением бедности, в первую очередь с коррупцией во всех сферах. Например, доноры, дающие кредиты малому бизнесу, не могут снижать ставки, поскольку это бьет по интересам околовластных групп на финансовом рынке. Фермеры не могут продвигать свои продукты на рынке, поскольку околовластные группы импортируют те же самые продукты по низкой цене. Выделяемые квоты на поступление в зарубежные вузы достаются не талантливым выпускникам, а тем, кто способен за это заплатить. И, наконец, инвестиции не поступают в страну, потому что вся экономика монополизирована этими же группами, а инвестиции – это главный стимул развития и метод снижения бедности, рассказывает эксперт. По его словам, основная причина неэффективности имеет больше политический характер, а не экономический. А как вы относитесь к такому мнению? Как вы думаете, все это искусственно? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.